Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Граница на замке. Кыргызский фермер добровольно взял на себя охрану государственной границы с Узбекистаном в родном селе, где кроме него не осталось ни местных жителей, ни пограничников. Но я все равно отсюда никуда не уйду. Заблокированы крупнейшие независимые интернет-издания Таджикистана. Всему виной предстоящий референдум о наделении Эмомали Рахмонова сверхполномочиями. А в Казахстане за одну неделю создано специальное министерство по контролю за Фейсбуком и соцсетями. Не время нам либеральничать, нам надо страну сохранять. 11-я годовщина кровавого расстрела демонстрации в Андижане. Тысячи человек были убиты, а те, кто покинул Узбекистан, до сих пор опасаются мести узбекских властей. Помню, как люди ждали президента, чтобы он их выслушал. Но правительство не поняло нас, неправильно поступило с нами. Перемирие закончилось. В нескольких районах сирийского Алеппо снова возобновились бои между сирийской свободной армией и войсками Асада. Там, где режим тишины соблюдается, население пытается наладить мирную жизнь. Мои родители волновались за меня, но сегодня сказали, чтобы я шел в школу, а то вырасту неучим. Допинговые чемпионы Сочинской Олимпиады. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории признался в США, что давал коктейль из запрещенных препаратов 15 российским призерам Олимпийских игр. И когда люди мошенничают, и более того, это поставлено на поток, это раздражает. Но злиться не имеет смысла, нужно что-то с этим делать. Певица из Крыма Джамала в 2 шагах от победы на Евровидении. Украине в затылок дышат Россия и Чехия. А музыканты прославленной Аббы тем временем открыли в Стокгольме музей песенного конкурса. В Таджикистане заблокированы сайты независимых местных СМИ. С 11 мая неожиданно стали недоступны интернет-издания медиахолдинга «Азия Плюс», крупнейшего производителя новостей Таджикистана. Также был отключен сайт оппозиционного интернет-ресурса «Озудагон». Ранее была осуществлена блокировка интернет-сайта таджикского сервиса «Радио Свобода» «Озуди». Как неофициально сообщили BBC представители крупных провайдеров республики, блокировка произведена по устному распоряжению службы связи при правительстве страны. Официально ситуацию объяснили техническими проблемами и профилактическими работами. Многие наблюдатели полагают, что причиной столь масштабной блокировки сразу нескольких главных интернет-порталов Таджикистана могли стать критические публикации накануне намеченного на 22 мая всенародного референдума по наделению президента Эмомали Рахмона сверхполномочиями. Иными словами, власти республики пытаются перестраховаться и делают все возможное, чтобы никто не мог повлиять на проправительственные настроения граждан перед голосованием и не испортил нужной для власти картины. Неофициально представители ЦИК Таджикистана сообщают журналистам, что результаты референдума, близкие к 100%, доведены до них сверху заранее. А в Казахстане в рекордно короткие сроки началось создание Министерства информации и коммуникаций. Всего неделю назад президент Нурсултан Назарбаев объявил, что стране необходимо ведомство, которое сможет защитить республику от информационных врагов. По мнению Назарбаева, они, враги, пытаются дестабилизировать Казахстан, в первую очередь через интернет. Сейчас не время нам либеральничать, нам надо страну сохранять. Сейчас время непростое. Казахстанцы не хотят украинских событий в Казахстане, я это знаю. Пусть все слышат. А кто это хочет сюда принести, мы примем самые жестокие меры. Чтоб знали. И не говорили, что я не предупреждал. Кыргызский фермер в одиночку охраняет государственную границу с Узбекистаном. Добровольную службу он несет в приграничном селе, откуда давно в поисках лучшей жизни уехали все его односельчане, а пограничники наведываются сюда крайне редко. Пенсионер свой неформальный пост покидать не собирается еще и потому, что боится, что его поля могут достаться другим из-за неурегулированности земельных отношений на кыргызско-узбекской границе. Тюбек Бегалиева с подробностями. Это неописанная земля, нейтральная. Узбеки своих граждан переселили, им дали землю на территории Узбекистана. Прямо за огородом Сабыраке начинается территория Узбекистана. Фотографировать и снимать ту сторону нельзя. Порядки тут свои, а как еще? Пограничная зона. Даже копать арыки фермеру можно лишь под присмотром военных. Вот эту проволоку временно протянули, но она осталась, видимо, насовсем. Когда узбекская сторона начала переселять своих граждан, жители Кыргызстана тоже поспешили уехать. Село почти вымерло, за заброшенными домами теперь приглядывают Сабыр с женой. С кыргызской стороны на приграничной территории остались только они вдвоем.
Я не хочу кому-то отдавать свою землю. Тут многие территории спорные. Если и я уеду, то что будет? Между тем, для нас не положены никакие льготы, например, при оплате света или электричества. Люди должны быть заинтересованы в том, чтобы жить на границе. Но я все равно отсюда никуда не уйду. А еще к гостям фермер обязательно проводит ликбез о том, как важно каждому местному жителю быть немножко дипломатом. С соседями надо быть в хороших отношениях. С этого и начинается большая дипломатия, считает фермер. Вот, к примеру, совсем недавно узбекские пограничники вернули Хайдарову отару овец. Через 10 дней после того, как скотину у них угнали прямо со двора. Вора поймали узбекские солдаты. Утром один из пограничников сказал об этом. Он объяснил, что баранов могут вернуть, если я обращусь в нашу войсковую часть. Я так и сделала, и баранов привезли обратно на машине. Однако жить здесь все еще опасно. Около 4 гектаров земли остаются спорными. Делимитацию и демаркацию границы стороны не могут провести уже больше 20 лет. Из почти 1400 километров общей границы около четверти километров остаются неуточненными. В этих зонах то и дело вспыхивают все новые конфликты. Джибек Бегалиев, Азат Антумаков. Настоящее время. Джалабадская область, Кыргызстан. 11 лет назад в узбекском городе Андижан были расстреляны мирные жители, которые вышли на демонстрацию протеста. Очевидцы называют эти события массовым убийством. Тогда, по данным международных организаций, погибло несколько сотен человек, в том числе женщины и дети. По сей день высказывается мнение, что жертвами стали около 1500 человек. Сегодня около 500 беженцев из Андижана живут за рубежом. Многие из них сейчас отказываются вспоминать события в Андижане, поскольку опасаются за жизнь родственников, оставшихся в Узбекистане. 13 мая 2005 года андижанец Абдусалом Каримов находился на площади Бабура в центре родного города. Он не любит вспоминать о тех событиях даже спустя 11 лет. 50-летний Абдусалом вместе со старшим сыном и младшим братом открыл на центральном рынке Праги небольшой магазин, в котором торгуют узбекскими лепешками и самсой. Накануне 11-летней годовщины трагедии в Андижане журналисты узбекской редакции «Радио Свобода» встретились с очевидцем тех событий. Это наши узбекские самсы, лепешки. Наша национальная продукция. Посмотрите, как аппетитно они выглядят. Абдусалом Каримов находился в самой гуще толпы на площади Бабура в Андижане, когда внутренние войска открыли огонь по мирным гражданам. 13 мая 2005 года там были убиты сотни людей. По официальным данным правительства Узбекистана, во время событий погибло 187 человек. Однако в последующие дни поступало множество сообщений о массовых захоронениях, появившихся вокруг Андижана. Некоторые поговаривали, что были случаи захоронения по 3 тела в одной могиле, чтобы скрыть реальное количество погибших. Многие очевидцы тех событий утверждают, что на самом деле в Андижане погибли тысячи человек. Это подтверждают независимые эксперты, которые называют цифры в 1500. После расстрела демонстрации правительственными военными около 500 узбекистанцев, в том числе и Абдусалом Каримов, вместе со своими семьями были вынуждены бежать в соседний кыргызский город Ош. Оттуда они перебрались в Румынию, а затем были переправлены в третьи страны. Чехия приютила у себя 15 из этих беженцев. В Чехии Абдусалом Каримов возглавил чешское отделение просуществовавшей совсем недолгое время организации «Андижан. Справедливости и возрождения». Но ни справедливости, ни возрождения добиться ему не удалось. После прекращения деятельности организации он запатентовал и начал продавать в Чехии узбекское национальное блюдо – самсу. Мы приходим сюда в 7:30 утра и начинаем работу. Готовим горячие самсы к завтраку здешних людей. Совсем за короткое время узбекская самса, или как в самом начале называли ее пражане, тесто с фаршем, превратилась в любимое блюдо местных жителей. Они мне очень нравятся. Каждый раз, когда я прихожу на этот рынок, обязательно покупаю эти самсы. 4 года назад 5 его детей, остававшихся в Узбекистане, удалось перевести в Прагу при содействии Министерства внутренних дел Чехии. Также воссоединился с семьей после 6-летней разлуки и старший сын Абдусалома Али. Али было всего 13 лет во время андижанских событий.
Сегодня многие андижанские беженцы не желают говорить о событиях 11-летней давности, приведших к смерти сотен невинных людей, в числе которых были женщины и дети. Вспоминать об этом непросто, да и по-прежнему небезопасно. Я помню те события, произошедшие 13 мая. Помню, как люди собрались возле здания администрации и требовали установления справедливости. Помню, как люди ждали президента, чтобы он их выслушал. Но правительство не поняло нас, неправильно поступило с нами. Предприниматель Абдусалом Каримов говорит, что на самом деле он также хотел бы забыть навсегда об андижанской трагедии. Все осталось позади. Думаю, о сегодняшнем дне лучше смотреть в будущее. Все. Потому что прошлое не вернешь. Будущее впереди. Александр Орлов, Хурмат Бабаджанов. Специально для настоящего времени Азия. Далее в программе. Перемирие закончилось. В нескольких районах сирийского Алеппо снова возобновились бои между сирийской свободной армией и войсками Асада. Там, где режим тишины соблюдается, население пытается наладить мирную жизнь. Мои родители волновались за меня, но сегодня сказали, чтобы я шел в школу, а то вырасту неучим. Допинговые чемпионы Сочинской Олимпиады. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории признался в США, что давал коктейль из запрещенных препаратов 15 российским призерам Олимпийских игр. И когда люди мошенничают, и более того, это поставлено на поток, это раздражает. Но злиться не имеет смысла, нужно что-то с этим делать. Певица из Крыма Джамала в 2 шагах от победы на Евровидении. Украине в затылок дышат Россия и Чехия. А музыканты прославленной Аббы тем временем открыли в Стокгольме музей песенного конкурса. Сразу в нескольких районах сирийского Алеппо начались ожесточенные бои между армией Башара Асада и отрядами умеренной сирийской оппозиции. Это произошло буквально сразу же после истечения срока так называемого режима тишины. Как сообщает Рейтер, правительственные войска нанесли мощный удар по лагерю палестинских беженцев, которые занимают стратегическое положение. Его захват может привести к установлению режимом Асада контроля над всем мегаполисом. Рассказывает Сергей Берец. Видеокадры, на которых, как утверждается, сняты боевые действия в районе лагеря палестинских беженцев в городе Алеппо на севере Сирии, появились в сети в среду. Из района лагеря Хандарат поступают противоречивые сведения. По информации из источников, связанных с противниками режима президента Башара Асада, повстанцы сумели отбить наступление правительственных войск и ополчения на лагерь. Согласно данным СМИ, симпатизирующих Дамаску, армии Асада и верным сирийскому правительству ополченцам удалось занять часть территории Хандарата. Повстанцы подтверждают это, но отмечают, что в результате контратаки им удалось выбить противника с захваченных им рубежей. Западные агентства передают, что Хандарат остается единственным связующим звеном между той частью Алеппо, которая находится в руках свободной сирийской армии и ее союзников, с внешним миром. Иранские СМИ сообщают, что правительственные силы, атаковавшие лагерь, столкнулись с упорным сопротивлением. Агентство Fars News, а также некоторые западные источники приводят данные об авиаударах, которые наносили по объектам оппозиции в Алеппо сирийские ВВС и военно-космические силы России. В среду истек срок прекращения огня в Алеппо на 48 часов, о котором в понедельник договорились противоборствующие стороны при посредничестве России и Соединенных Штатов. Тем временем в тех районах Алеппо, где перемирие пока сохраняется, вновь открылись школы. Несмотря на обстрелы, дети возвращаются за парты. С подробностями Дарья Соловьева. Школьники Алеппо возвращаются за парты. Учителя и родители все-таки верят в продолжение перемирия. В конце апреля, начале мая в городе шли тяжелые бои. Правительственная армия бомбила квартал повстанцев с воздуха, вооруженная оппозиция обстреливала жилые дома из артиллерии. Мы вновь работаем после того, как школа была закрыта из-за безжалостных атак русских. Теперь, после перемирия, родителям спокойнее, и они решились отправить детей в школу. Их достаточно пришло сегодня, чтобы возобновить занятия. Дети ходят в школу, даже несмотря на то, что в некоторых районах Алеппо бои возобновились. Рядом со школой, в которой сняты эти кадры, оппозиционная группировка обстреляла из ракетных систем залпового огня жилой квартал. Погибли 8 мирных жителей. Мои родители волновались за меня, но сегодня сказали, чтобы я шел в школу, а то вырасту неучим. Один раз ракета упала рядом с нашим домом, меня ранило. А в другой раз я был в школе. Тут упал снаряд и меня опять ранило.
Эти кадры были сняты в провинции Дераа. ООН призывает воюющие стороны пощадить мирное население. Но обстрелы жилых кварталов из артиллерии и бомбардировка с воздуха продолжаются. Дарья Соловьева. Настоящее время. Азия. Власти России задержали одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Это произошло в Краснодарском крае, где полиция блокировала автобус, в котором ехали сам оппозиционный политик и некоторые сотрудники его фонда по борьбе с коррупцией. Навальный сообщил, что его самого и его товарищей взяли под стражу в рамках операции «Анаконда». Сотрудники полиции пытались предъявить ему обвинения в связях с террористическим исламским государством, но через несколько часов передумали и Навального отпустили. Накануне российские спецслужбы взломали аккаунты ближайших соратников Навального по борьбе. В частности, сразу у нескольких человек был взломан мессенджер Telegram, и вся информация с него была похищена. Помощь во взломе спецслужбам оказывали российские телефонные компании, которые, не стесняясь, об этом объявили. Это случилось глубокой ночью. Экраны их телефонов вдруг сами собой засветились и покорно расстались с личной перепиской за последние несколько лет. Я утром просыпаюсь, смотрю на телефон, там, значит, информация о том, что к вам с такого-то IP-адреса зашли в Telegram. О том, что это взлом, они догадались сразу. Вот только обязательные в таких случаях смс-ки о попытках входа в мессенджер не пришли. Оказалось, мобильный оператор зачем-то отключил смс-информирование. Проверил информацию, здесь по вашему номеру было переподключение данной услуги. Данные действия производились отделом технологической безопасности. И такое совпадение сразу вызвало у них подозрение. С разницей в 2 минуты МТС отключает также услуги СМС интернета. Потом с разницей в 18 секунд из Телеграма запрашивается сообщение, запрашивается одноразовый код. Потом с разницей в 4 минуты в наши аккаунты заходят и выкачивают. Впрочем, слова операторов колл-центра в МТС быстро дезавуировали и стали отрицать любую причастность к операциям с телефонами Албурова и Козловского. И вот как сейчас в компании комментируют эту странную историю. В настоящее время мы проводим служебную проверку. Она занимает время, потому что это вопрос достаточно сложный. Мы не исключаем возможность хакерской или вирусной атаки. Но не более того, это единственное, что на данном этапе я могу сказать. В хакерскую версию потерпевший не верит, потому что мир еще не знает случаев одновременного взлома сразу 2 суперсовременных смартфонов. А вот о чудесах, которые творят российские спецслужбы, все очень хорошо наслышаны. У кого в России есть возможность прийти в МТС, сказать им отключить получение сообщений и заставить МТС, собственно, публично врать в ущерб собственной репутации и интересам акционеров. Да, только одна служба в России такое может сделать. Это ФСБ. В том, что именно силовики причастны к этому скандальному взлому, не сомневается и Павел Дуров, создатель Телеграма, одного из самых защищенных мессенджеров в мире. Судя по всему, спецслужбы России решили начать давить на операторов связи. Обычно такое встречается только в рамках людоедских, не заботящихся о своей репутации режимах. Средняя Азия, иногда Ближний Восток. Но внезапно случилось в России. Чтобы отомстить, взломанные оппозиционеры объявили МТС войну. Создали сайт с подробной историей взлома и с призывом менять оператора связи. Мы ведем статистику по тому, сколько людей перешло по ссылкам на формы перехода к операторам. Сейчас это уже в районе 10 тысяч человек. Это для МТС десятки миллионов рублей потерянной прибыли ежегодно. Одновременно они готовятся к судам в России и, возможно, в США, чтобы нанести МТС максимальный репутационный ущерб и предотвратить подобные ситуации в будущем. Если мы закроем глаза на то, что произошло, это просто станет нормой, и у каждого, там не только оппозиционеров взломают телеграммы и СМС-сообщения, а просто у каждого человека, у которого есть деньги на банковском счету, можно будет прийти, перехватить СМС-сообщение и перевести все деньги куда-нибудь в Панаму, к Ралдугину в офшор. При этом взломанные оппозиционеры не исключают мирового соглашения с МТС в обмен на признание, что компания содействовала взлому, объяснение его причин и извинения. Хотя, если принять во внимание версию о вмешательстве спецслужб, выбор между такой правдой и финансовыми потерями вряд ли можно назвать простым. Вадим Кондаков, Станислав Феофанов. Настоящее время. Смотрите далее.
Допинговые чемпионы Сочинской Олимпиады. Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории признался в США, что давал коктейль из запрещенных препаратов 15 российским призерам Олимпийских игр. И когда люди мошенничают, и более того, это поставлено на поток, это раздражает. Но злиться не имеет смысла, нужно что-то с этим делать. Певица из Крыма Джамала в 2 шагах от победы на Евровидении. Украине в затылок дышат Россия и Чехия. А музыканты прославленной Аббы тем временем открыли в Стокгольме музей песенного конкурса. Ведущие американские СМИ опять опубликовали скандальные материалы об употреблении допинга российскими спортсменами. На этот раз речь идет о разоблачениях, которые сделали в Америке бывшие сотрудники московских допинговых лабораторий. По их словам, десятки российских олимпийских чемпионов игр в Сочи получали специальные коктейли, которые содержали сразу несколько запрещенных препаратов. Чиновники международных антидопинговых организаций заявляют, что они уже устали от бесконечных скандалов, связанных с применением допинга в России. Мы относимся к этому очень серьезно. Соблюдение чистоты спорта и защита чистых атлетов – это главная задача ВАДА. И когда люди мошенничают, и более того, это поставлено на поток, на уровне спорта или государства, это раздражает. Но злиться не имеет смысла, нужно что-то с этим делать. 12 мая газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала признание бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Григорий Родченков, сейчас он живет в США, заявил, что по крайней мере 15 российских призеров соревнований принимали разработанный им коктейль из 3 запрещенных препаратов. Со слов Родченкова, помимо целого ряда героев Олимпиады, допинг якобы употребляла вся женская сборная России по хоккею. Кремль, который считает Сочинскую Олимпиаду одним из главных достижений России последних лет, мгновенно отреагировал на эти публикации. Эти заявления выглядят как абсолютно голословные. Они не основываются на сколько бы то ни было заслуживающих доверия данных, не подкреплены какой-то аргументацией. Это просто выглядит так, как, скажем, клевета перебежчика, что-то типа этого. Я бы не стал доверять таким голословным заявлениям. В Стокгольме завершились полуфинальные выступления певцов на конкурсе Евровидения. В финале, который состоится сегодня, традиционно выступят 26 исполнителей, в числе которых в этом году оказались певцы из России, Украины, Армении, Азербайджана и Литвы. Как полагают букмекеры, основная борьба в финале развернется между украинской певицей Джамалой с песней, посвященной депортации крымских татар, и россиянином Сергеем Лазаревым, чье выступление уже назвали самым технически сложным. А пока гости шведской столицы ждут финала, они могут посетить музей легендарной группы «Абба», где в эти дни проходит выставка костюмов всех победителей популярного конкурса за все несколько десятилетий его существования. Музыкальному конкурсу Евровидения в этом году исполняется 60. По этому случаю в столице Швеции в музее группы «Абба» открылась грандиозная выставка. На ней представлены костюмы и обувь победителей разных лет. Здесь и наряд Кончиты Вурст, победительницы 2013 года из Австрии, Верки Сердючки, она представляла Украину в 2007, и Селин Дион, победительница 88-го. Выставку открыл Бьорн Ульвиус, автор песен и участник шведской группы «Абба». Она победила в конкурсе в 1974-м. Вспоминая историю музыкального шоу, Ульвиус отметил, многие песни, которые впервые были исполнены на конкурсе, впоследствии стали настоящими хитами. Шведская исполнительница Карола Хэквист участвовала в Евровидении 3 раза. В 1983-м она заняла на конкурсе 3-е место, в 1991-м победила, а в 2006-м была 5-е. Сегодня она вспоминает свои первые впечатления. Для меня выиграть конкурс Евровидения было чем-то очень значительным. В 1983-м мне было 16. Когда я только приехала в Мюнхен, то уже сразу почувствовала себя победительницей, потому что это был такой прорыв для меня. А когда я выиграла в 1991-м, моя мечта сбылась. Теперь песню, с которой победила Хэквист, и еще почти 1500 хитов конкурса можно послушать на выставке. Здесь же можно проверить свои знания истории шоу. Финал конкурса пройдет в субботу, 14 мая. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте KarenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Хороших вам выходных. Всего доброго.